Друзья, приветствую вас на канале Словения с Хельга White. И перед тем, как мы начнем обсуждать с вами новости уходящей недели, призываю вас подписаться на мой канал, поставить лайк этому видео и поделиться своим ценным мнением в комментариях. В понедельник в 4:30 утра более 220 славянских школ получили электронное письмо, в котором неизвестные сообщали, что в школе заложена бомба. Судя по содержанию, оно было написано и отправлено исламскими экстремистами. В связи с угрозой были усилены меры безопасности, но, к счастью, ни в одной из школ угрозы не подтвердились. Содержание письма гласило следующее: «Ислам покорит Европу, и Аллах сотрет улыбки с лиц ее жителей». Подобные угрозы получали соседние страны, такие как Босния и Герцеговина, Хорватия и Венгрия. Несмотря на то, что письма были отправлены в столь ранний час, удивительно, что школьные сотрудники так быстро на них среагировали. Видимо, они все-таки читают письма. В итоге славянский студент с факультета компьютерных наук меньше чем за час нашел отправителя писем с угрозами. По данным молодого человека, это был временный почтовый ящик, созданный в России, через который отправлялись сообщения с российского IP-адреса. В четверг в 4 часа утра, когда люди спят крепким сном, в студенческом общежитии на Полянской улице вспыхнул пожар. Из горящего здания были эвакуированы 363 студента. 11 из них получили ранения. Некоторым потребовалась искусственная вентиляция легких из-за отравления дымом. Один студент до сих пор находится в реанимации. К счастью, никто не погиб. Одна девушка-студентка, которая чудом проснулась в столь ранний час, бегала по коридорам, пытаясь разбудить своих соседей. Моя племянница, кстати, живет в соседнем общежитии. И хочу сказать, что ночью студенты находятся практически одни в здании общежития. Из взрослых только один человек находится в здании. На первом этаже это охранник, который тоже обычно по ночам спит. Сразу же появились вопросы, почему в студенческом общежитии не была установлена пожарная сигнализация. В свое оправдание директор общежития Шемса Муянович заявил, что по закону не требуется устанавливать пожарную сигнализацию в общежитии. И он бы со своей стороны и рад был бы установить пожарную сигнализацию, но на это у общежития нет средств. Криминалисты вели очень тщательное расследование, чтобы выяснить, откуда же начался пожар. Очень сложно вести расследование после пожара, когда огонь уничтожает все улики. Но криминалистам удалось выяснить, что пожар начался с коридора, где стояли мусорные баки. Министр образования заявил, что в ближайшее время будут выделены средства по постоянному финансированию общежитий, и что за последние 10-15 лет студенческие общежития недополучали финансирование. В последнее время жители Европы ощутили заметное повышение цен на продукты питания. В Хорватии люди решили бойкотировать продуктовые сети. И за неделю, с понедельника по субботу, торговые сети не досчитались прибыли в 44 миллиона евро. Но все равно не намерены идти на уступки и понижать цены в своих магазинах. Поэтому хорваты намерены и дальше бойкотировать торговые сети. В Словении тоже ощутимо поднялись цены на продукты. Сейчас через социальную сеть Facebook идут призывы бойкотировать торговые сети в Словении, Черногории и Боснии и Герцеговине. По данным статистического управления Словении, нам приходится платить за продукты питания в среднем на 44% больше, чем 10 лет назад. Но в то же самое время ритейлеры не переживают, что словенские потребители устроят бойкот. Так как в Словении, в отличие от Хорватии, заработные платы в среднем на 36% выше. В Хорватии, например, НДС составляет 25%, а в Словении 22%. На некоторую категорию продуктов снижена ставка НДС. В Словении она составляет 9,5%, а в Хорватии 13%. Среднестатистическая словенская семья тратит на продукты 15,5% от своего бюджета, а хорватская семья тратит на продукты 19% от своего бюджета. Также в Словении намного выше конкуренция среди ритейлеров, в отличие от Хорватии. В Словении я знаю только 6 крупных продуктовых сетей: Lidl, Hofer, Spar, Mercator, Евроспин и Leclerc. Британская компания недвижимости проанализировала данные запросов в поисковике Google о произношении названий мест по всему миру. В десятку самых популярных запросов попала и Любляна. Алиса, скажи, как будет звучать Любляна на английском? Любляна – это Ljubljana.
Да, действительно, звучит как-то не очень. На первом месте в поисковом запросе город Эдинбург с 230 тысячами запросов. На втором месте город Вустер, 158 тысяч запросов. Любляна попала на шестое место, 78 тысяч запросов. Следом за Любляной на седьмом месте Рейкьявик, 74 тысячи запросов. И в конце традиционно новости погоды от Алисы. Алиса, какая погода будет в Любляне в понедельник? Завтра в Любляне от 0 до +6, облачно с прояснениями. Алиса, спасибо. И вам спасибо за вежливость. Друзья, на этом мои новости подошли к концу. Не забывайте, пожалуйста, ставить лайки, подписываться на мой канал и делиться своим ценным мнением в комментариях. Пока-пока, до новых встреч!